Всем привет! Меня зовут Алексей, и я являюсь тренером по бегу в школе триатлона. И сегодня я бы хотел обсудить такие моменты, которые необходимо знать в тренировке по бегу. И первое, с чего мы начнем, это экипировка. Экипировку мы начнем с обуви. Первая моделька, которую мы рассмотрим, это марафонки. Очень легкий вес, тонкая подошва, хорошее сцепление, облегающая стопа, позволяющая атлету максимально развивать большую скорость, используется во время соревнований и контрольных тренировок. Следующая модель, которую мы рассмотрим, вторая модель, называется полумарафонки. Средний вес, средняя подошва, практически незаметный перепад между пяткой и носком. Используется для всех видов интенсивной работы, для более слабой стопы. Используется также на соревнованиях и на тренировках. Также эта модель используется для оттачивания естественного бега. И последнюю модельку, которую мы сегодня рассмотрим, называется тренировочные кроссовки. Больший вес, большое количество технологий, такие как фиксация пятки, амортизирующая подошва, разная супинация для разных стоп, предназначены для длительных кроссов, для интенсивной работы и для работы в зале с отягощением. Следующее после кроссовок мы обсудим такое, как беговая форма. Беговая форма у нас это шорты, короткие тайсы, либо длинные, если холодно, или беговые трусы. Сверху мы одеваем майку, либо же футболку. В холодную погоду мы одеваем лонгслив. Желательно, чтобы наша форма во время интенсивной работы была из полиэстера, во время восстановительных работ из ХБ. Во время солнечной погоды мы одеваем головной убор, то есть кепки либо визоры. Желательно, чтобы они были белого цвета. Теперь мы рассмотрим аксессуары и начнем с часов. Если вы начинающий атлет и хотите, чтобы ваш результат развивался, вам необходимы такие часы. Часы нам показывают такую информацию, как частоту сердечного сокращения, темп, с которым мы бежим, высотные колебания, температуру, пройденный путь и многое другое, даже такую информацию, как время. Всю информацию, которую вы собираете, мы используем для того, чтобы в дальнейшем строить вам тренировки. В солнечную ветреную погоду мы одеваем очки. В зимнюю погоду мы одеваем перчатки и балаклаву. Во время интенсивной работы мы одеваем компрессионные носки и рукава. Компрессионные носки и рукава способны повысить работоспособность, уменьшить риск получения травмы и за счет кровотока помогают восстановиться после тренировки. Итак, на этом все. Спасибо за то, что были с нами. С вами был Алексей, школа триатлона. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо, всем пока!